Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24, в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня я представляю наших гостей, своих гостей, с которыми мы будем говорить о строительстве дорог в Республике Тыва. Черголол Шаран Александрович, министр дорожно-транспортного комплекса Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый заместитель мэра по жизнеобеспечению Александр Николаевич Черноусов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Шаран Александрович, наверное, первый вопрос к вам. Дороги для нашей республики – это, конечно, жизненная необходимость, это артерии. И невозможно не заметить, что сейчас по всей республике у нас активно идет строительство новых дорог и реконструкция старых дорог. Это все благодаря национальным проектам или еще есть какое-то финансирование? Да, я бы хотел отметить, да, вы правильно отметили, что идет масштабное строительство, но хотел бы здесь сказать, что кроме национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который мы реализуем с 2019 года, и масштабные работы уже провели, и ряд работ сейчас у нас на сегодняшний день ведутся. Это у нас порядка 42 километров на территории Кызыльской агломерации. Это у нас входит и город Кызыл, левые дачи, правые дачи, Сукпак, ПГТ Кахем. И на территории всей нашей республики по региональной сети это у нас и Байхак. У нас вот завершается в целом ремонтная кампания по дороге этой. Мы уже третий год уже ведем на ней ремонтные работы. И на следующий год также запланировано у нас ряд мероприятий. Это у нас и Судхольский район, подъезд. Это все вот национальный проект? Это все национальный проект, да, там в том числе крупные объекты, это у нас подъезд Шаганар, подъезд к городу Кызылу. Но, как вы уже отметили, у нас принято решение временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Тараштаевичем Хавалык о ремонтной работе на территории районов, непосредственно в населенных пунктах. Это, я считаю, такой работы у нас не было. Беспрецедентные случаи, объемы масштабные, в плане того, что в том числе они распределены в целом по территории нашего субъекта. Это у нас в каждом муниципалитете затронуто теми или иными мероприятиями. Труднодоступных, конечно же, в первую очередь это мостовые сооружения. Мы знаем, что финансирование? Да, финансирование было предоставлено в том числе 72 миллиона из 1,5 миллиарда рублей, которые были доведены на содействие оказания развития в целом по направлениям. И в том числе мы защитили средства федерального бюджета, в том числе по обращению временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва. И также удалось добиться финансирования моста Торахем, я имею в виду за счет федерального бюджета, эти средства, высвобожденные средства, тоже пошли на оказание содействия районам на ремонт тех или иных мероприятий. В каждом районе уже, как я отметил, уже затронуты были какие-либо объемы. Это на сегодняшний день уже большая часть начата работы. Это у нас, если говорить, и в Кахемском районе, и в Тескемском районе, Пихемском районе, Кызыльском районе, в городе Кызыль. Это дополнительные, кроме национального проекта, дополнительные объемы. Это порядка 900 миллионов рублей в целом. И в Черехольском районе, в Улухемском районе, в Чахольском районе, в Зунхемческом районе. То есть получается, что те дороги, которые вы всегда называли гладильные доски, по которым невозможно было ездить, они станут лучше? На сегодняшний день это приоритет, конечно же. Мы понимаем, что такую масштабную работу за год, за два или за три даже сделать это невозможно. Конечно же, здесь мы разделили на этапы. В первую очередь приоритет – это улично-дорожная сеть в населенных пунктах. Это идет приоритет, конечно же, отдан им, там и население больше, и социальных объектов больше. Во вторую очередь уже будем рассматривать и планируем уже и по грунтовым дорогам, как вы говорите, да, гладильная, так называемая. Но здесь я бы хотел отметить, да, что по остальным районам, которые вот я не озвучил, это по ним идет работа. Мы должны понимать, что у нас работы, решение было, в том числе по доведению средств, доведены были они в августе. Есть определенная процедура, и в соответствии с законом это определение подрядной организации через путем электронного аукциона. Определенные есть моменты и нюансы, по которым в некоторых районах у нас работа еще не начата, но
уже завершаются все эти процедуры, и работы будут завершены в конце октября. Это, я бы хотел подчеркнуть, порядка 900 миллионов рублей и порядка 65 километров. У нас не так много, это не секрет, не так много дорожных предприятий, которые с асфальтобетонными заводами, которые выполняют работы по асфальтированию, по укладке асфальтобетона. И в том числе есть, и мы знаем проблему, это у нас мосты. На эту проблему внимания соответствующего не было в связи с теми или иными там вопросами, да, в том числе по ограниченности бюджетных средств. И у нас на сегодняшний день уже имеются контракты на порядка 10 мостовых сооружений, по которым уже большинству тоже начаты работы. Шаран Александрович, скажите, городу Кызылу какие средства выделены на ремонт дорог? Потому что мы видим, что Кызыл также меняется, идет ремонт. У нас, мы уже, если раньше говорили, улица Ленина центральная, улица Кочетова центральная, то теперь мы говорим четырехполосная, по-моему, Байхакская и очень ровная дорога Титова. Деньги выделены городу Кызылу? Деньги, да, выделены. Мы ежегодно выделяем в рамках национального проекта по улице Байхакской. И, например, у нас улица Дружба тоже выполняется работа в текущем году. В рамках дополнительных доведенных средств, которые я озвучил, да, это было решением нашего руководства. И ежегодно это планирование вот этих всех работ у нас запланировано до 2024 года непосредственно. Мы работаем над продлением в целом и федеральный центр над продлением национальных проектов, но тем не менее эти работы ведут к тому, что они будут продолжены. И наша задача это в Кызыльской городской агломерации довести этот норматив по асфальтобетонному покрытию не менее 85%, которые соответствовали требованиям. И если говорить в целом, да, что было направлено в городу, то я бы здесь отметил, что это порядка миллиарда рублей с 2019 года. Это не считая объекты, крупные объекты, да, это у нас и коммунальный мост был реконструирован, и подъезд к городу Кызылу, ну и ряд других у нас крупных проектов. Не считая их, только на уличную дорожную сеть порядка миллиарда рублей было направлено именно на реализацию в городе Кызыле. Александр Николаевич, скажите, где сейчас в городе Кызыле ведутся вот дорожные работы, где прокладываются новые дороги, где ремонтируются старые? Мэрия города Кызыла вошла в этот проект национальной безопасной и качественной дороги с 2018 года. И в 2019 по 2021 год мы уже заасфальтировали, реконструировали более 37 километров дорог на общую сумму более, как Шаран Александрович отметил, более миллиарда уже получается. Вот. В этом году мы закончили улицу Байхакскую, огромная такая улица, очень светлая получилась. Ведутся работы по окончанию, это улица Рихарда Зорги, Шевченко, Иркутская, новая, по сути дела, улица реконструируется. Начата, наверное, самая разбитая улица Пушкина, как после бомбежки, пока по ней невозможно проехать, но там уже работы проводятся. Вот. Дополнительно выделены средства 180 миллионов рублей в этом году. Это мы вот уже под конец практически сезона приступили к улице Дружбой. Проторговали улицу Полигонную от Магистральной до Звездной. Заасфальтировали вот буквально несколько дней назад улицу, соединяющую к водозабору от улицы Дружба, и у нас в плане еще проторговать и заасфальтировать улицу Звездная. Средств, в принципе, достаточно. Огромное спасибо Министерству дорожного транспортного комплекса за то внимание, которое они нам уделяют. Вот. Кроме этого, хотелось бы добавить, что в этом году, как никогда, были еще выделены средства. Это 10 лет мы не занимались внутри дворовыми квартальными дорогами, на что выделено также 52 миллиона
ямочный ремонт на почти 5 миллионов рублей. Где-то 35 миллионов это асфальтирование, подъезды, ну, внутриквартальное асфальтирование. И 9 парковок будет также выполнено в этом году. Кстати, я вижу ямочный ремонт. Вот, например, район автодорожного техникума, там действительно были ямы, и вот сегодня утром я видела, что там уже есть заплатки. Но это, как говорится, вот временное, да? Ну, некоторые, вот, может быть, ошибаются немного. У нас два вида ямочного ремонта есть. Есть это когда с укладкой непосредственно асфальтобетона, это надо обрубить, края сделать прямоугольными, обмазать их там битумной эмульсией и потом только уложить асфальт. Есть другая технология при помощи непосредственной эмульсии, которая обволакивает щебень и таким образом засыпает любую яму, в любую погоду. То есть также эта технология применяется и на федеральных дорогах. И вот, поэтому некоторым это немножко, ну, считают, что... просто знать. Да, знать, конечно, если где-то будет допущен брак, мы, конечно, это проконтролируем и обяжем подрядчиков переделать, но вот, чтобы знали, потому что некоторые, вот как так, там, просто насыпали там щебень. Ну, у нас любят критиковать. Да. Шаран Александрович, хотелось бы еще раз уточнить, вот благодаря работе Владислава Товарищтаевича, насколько я знаю, с федеральными министерствами республики дополнительно было выделено 1,5 миллиарда рублей, которые пошли на самые различные, пойдут на самые различные необходимые сферы. По дорогам, на дороге сколько выделено? Я бы здесь хотел отметить, да, что вот 1,5 миллиарда у нас проблем очень много на территории, да, в республике. И в рамках 1,5 миллиардов там было 72 миллиона рублей. На дороге в целом? Да. Угу. Но я здесь хочу отметить, что вот всего в целом вот на вот эти все мероприятия, вот они, которые были, решения приняты вот по итогам выездов в район, все выделено порядка 900 миллионов рублей. То есть это вне 1,5 миллиардов, это было средства, которые мы защищали, в том числе с федерального бюджета, и часть средств, которые мы высвободили именно на ремонт улиц, дорог именно в районах. Ну, вообще, на мой взгляд, вы сказали, вот беспрецедентный случай, когда мы начинаем ремонтировать в Кожунах въезды в села, поселки, да. Вообще то, что вот такой массированный ремонт и строительство дорог, мне кажется, это давно такого не было. Да, давно, действительно, такого давно не было. И в наших планах мы, чтобы понимали, да, что на примере, скажем, города, тот момент, который не обращали внимания, да, в должного, я имею в виду вот то, что Александр Николаевич озвучил, там 10 лет не выполняли работы по дворовым территориям. Вот в этом году мы эту работу совместно начали. И я так надеюсь, что эта работа будет в дальнейшем запланирована этапно и продолжена. Потому что мы все понимаем, мы все живем, находимся на территории и видим, как где-то, например, у соседей делается, а почему у нас не делается. То есть здесь мы должны понимать, что есть какие-то ограничения, так и финансовые ограничения, так и технические возможности в целом. И поэтому эту работу мы будем проводить поэтапно. Мы с коллегами еще проработаем. И хочу отметить, что Владиславом Товарищтаевичем дано поручение в целом по районам о их планах на 5-летний период по именно транспортной инфраструктуре. По городу Кызылу работы какие-то должны быть завершены по дорогам до наступления холодов? Есть какой-то норматив? А то у нас люди любят говорить, вот строят зимой, плохо кладется асфальт. Ну, как по технологии? Ну, по технологии у нас контракты заключены, в основном это окончание в октябре месяце, когда заканчиваются положительные температуры. Асфальт можно укладывать при среднесуточной температуре плюсовой. Вот, поэтому все торги были таким образом проторгованы. То, что не успевается, вот, скажем, я бы сказал, звездное будет у нас еще сделаться, будет разбито на 2 этапа. В этом году мы планируем проезжую часть, постараемся и тротуары сделать, а остальную это
установка бордюрных камней, освещение, ну и другие там виды озеленения, это будет уже Ну да. на Ну, как вы сказали, следующий что год. это не на полгода, а на 2, на 3 года, если мы беремся основательно. Да, хочу отметить здесь, что вот мы с коллегами, например, с городом прорабатываем именно наперед, работаем наперед. В прошлом году вот, мы выполнили все свои планы, и тоже было поддержано со стороны федерации, со стороны федерального ведомства, поддержано путем доведения дополнительных средств. И в этом году у нас было тоже доведено, но уже весной. Соответственно, вот, по дополнительным средствам мы вот начали реализовывать улицу Байхакская. То есть мы идем наперед, это поддерживается Москвой, и, соответственно, мы с коллегами пытаемся идти наперед. И, конечно же, те работы, которые начнутся осенью, они должны закончиться в любом случае на следующий год. Просто мы смотрим с коллегами и с подрядными организациями, если позволяет температура, климатические условия, ну, мы работаем. Как они не позволяют, мы уходим на следующий год. Это дополнительные объемы, опять же, повторюсь, которые мы должны были выполнить на следующий год. Спасибо. Кызыл строится, республика строится. Планы, надеюсь, Но все это только будут начало. исполнены. И это только начало. Сегодня в студии, это была программа интервью дня о строительстве дорог в республике и городе Кызыле. Мы говорили с Чергололом Шараном Александровичем, министром дорожно-транспортного комплекса и республики, а также с Александром Николаевичем Черноусовым, заместителем мэра города Кызыла по жизнеобеспечению. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.